Вокзалы и аэропорты стран Центральной Азии заполнены людьми. Пассажиры направляются туда, где их ждет заработок, а значит, относительная уверенность в завтрашнем дне. С окончанием холодной зимы для многих мужчин начинается сезон трудовой миграции в Россию. Об этом пойдет речь в программе «Перекресток», подготовленной журналистами центральноазиатских служб «Радио Свобода. Свободная Европа». Судьбы мигрантов из Средней Азии часто схожи друг с другом. Они молоды, за их плечами семьи, а значит, они обременены миссией заработать и обеспечить лучшей долей своих родных там, дома, в Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане. Дай бог, сейчас вылетим в Уфу. Оттуда 250 километров пути до Нефтекамска. Там нас встретят. С 2005 года езжу на заработки. Работаю вместе со своими дядями. Я работаю водителем КАМАЗа. Я еду в Новосибирск к отцу. Там мы работаем на рынке разнорабочими. Последние 20 лет Таджикистан превратился в страну-экспортера рабочей силы, поставляя в Россию ежегодно не менее 1 миллиона человек. Именно мигранты, по мнению экспертов, закрепили мир и стабильность, а также почти в 3 раза сократили уровень бедности в этой стране. Тем не менее, в долгосрочной перспективе зависимость Таджикистана от российского рынка труда может завести экономику в тупик, считает эксперт Саудат Олимова. Поскольку на ближайшие 10 лет я не вижу возможности быстро изменить экономическую модель Таджикистана. Хотя, с моей точки зрения, это нехорошая модель. Для нас она очень вредная сейчас. Невозможно основываться только на экспорте трудовых ресурсов. Необходимо диверсифицировать экономику. По данным Федеральной миграционной службы, количество трудовых мигрантов из разных стран мира в России может превышать 15 миллионов человек. И сейчас на связи со студией Москва и мой коллега Умет Бабуматов. Умет, добрый день. Насколько изменилась ситуация с трудовой миграцией в России в последнее время? Да, Хирамон, здравствуйте. Действительно, московский регион традиционно является самым привлекательным местом не только для внутренних российских мигрантов, но и миллионов гостей из других стран мира. По данным Федеральной миграционной службы России, в конце 2013 года в Москве на сезонных работах находилось не менее 3,5 миллионов мигрантов. Власти заявляют о том, что лишь каждый 10-й из них, то есть 10% от общего числа мигрантов, работают здесь на легальной основе. Причин того, что до сих пор процент остающихся на нелегальном положении мигрантов высок, очень много. С одной стороны, это проблема неготовности мигрантов с юридической и финансовой точки зрения идти до конца по пути легализации своего положения в России. Другая – в работодателе, которому невыгодно брать на себя все расходы, связанные с обеспечением законной работы. Но самое важное – это усложнившиеся законы по легализации иностранной рабочей силы. Мне кажется, что теперь более требования ужесточатся, то есть более квалифицированная рабочая сила, знание языка. Я думаю, это признаки экономических сложностей. Следует напомнить, что в борьбе против нелегальной миграции, которая критикуется за масштабные нарушения прав человека, власти не гнушатся самыми вопиющими методами. Пик так называемой борьбы с нелегальной миграцией в России пришелся на вторую половину 2013 года, когда на московских рынках начались массовые облавы на иностранных граждан. Выступления на межэтнической основе в московском районе Бирюлево сопровождались массовыми погромами и избиениями людей неславянской внешности. Тем не менее, вряд ли в ближайшем будущем Россия перестанет быть привлекательной для наших сограждан. Ставшая уже знакомой социально-экономическая среда по-прежнему притягивает сюда рабочую силу, в которой остро нуждается российский рынок. Так, в 2013 году физическими лицами из России в Узбекистан было отправлено 6,7 миллиардов долларов, в Таджикистан более 4 миллиардов, а в Кыргызстан более 2 миллиардов долларов. Хирамон, вам слово. Спасибо. Мой коллега из радио Озодлик Умет Бабуматов был на связи из Москвы. Активный миграционный поток в Россию сказывается и на законодательстве этой страны, которое, по мнению правозащитников, полно противоречий. В последнее время власти часто пересматривают миграционную политику, демонстративно борются с нелегалами, проводят рейды на рынках и создают лагеря для нарушивших законы иностранцев. На сегодняшний день
Я считаю, что у нас, конечно, в этом отношении ухудшение, а не улучшение. Потому что, можно считать, что с декабря 2012 года принято поправок приблизительно 20 в миграционное законодательство, и фактически все они репрессивного характера. Я не думаю, что ситуация изменится в хорошую сторону, особенно. Хотя я думаю, что нам следует приложить все возможные усилия к тому, чтобы это произошло. У властей свои претензии к приезжающим на заработки гостям. От них требуется знание языка, соблюдение законов и правил поведения в обществе. При соблюдении этих требований, говорят здесь, можно добиться многого. Журналистка Гульчехра Одинаева, переехавшая в Московскую область из Таджикистана 14 лет назад, смогла продолжить работу по специальности, и она является главным редактором газеты «Луховицкие вести», а в эти дни во второй раз участвует на выборах в Общественную палату Московской области. Гульчехра с нами на связи по скайпу. Добрый день. Гульчехра, собираетесь ли вы в вашей общественной деятельности обращаться к проблеме мигрантов? Когда выступаю я на конференциях, на совещаниях по вопросам миграции, всегда, конечно, отмечаю, что преступность никогда не имела ни национальности, ни вероисповеданий. Преступник, он есть преступник. И поэтому нельзя судить о всех таджиках, узбеках, киргизах, я не знаю, туркменах по результатам действия одного гражданина. Поэтому, безусловно, в своей деятельности я всегда эти вопросы буду поднимать. Я всегда, конечно, буду обращать внимание властей на этот вопрос. Спасибо. С нами была Гульчехра Одинаева, российская журналистка из Таджикистана. После развала СССР страной, принимающей мигрантов, стала не только Россия. Богатый ресурсами Казахстан стал местом заработка для 2 миллионов иностранцев, в том числе и соседей по региону. Недавно в Казахстане приняли закон, направленный на легализацию трудовых мигрантов, которых нанимают физические лица. Уже с февраля этого года трудовых мигрантов в Казахстане обязывают оформлять патент, заключать трудовой договор с физическим лицом и оплачивать госпошлину в размере свыше $23. Трудовой договор может быть заключен на срок не более года. Так, один казахстанец вправе привлечь одновременно не более 5 трудовых мигрантов из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и России. Однако многие из работающих здесь мигрантов остаются в тени. У Жейнбека Шерова, продавца из Кыргызстана, 14-летний опыт работы в алматинской барахолке. Он уверен, что новый закон не смог решить нелегальное положение таких, как он. Миграционная полиция запрещает нам заниматься торговлей. Каждые 3 месяца проходим временную регистрацию. Однако она не дает нам права заниматься трудовой деятельностью. Я не знаю, почему это нельзя решить. Если бы нам дали законное право заниматься торговлей, мы бы купили патент, сколько бы он ни стоил. В отличие от соседних стран, многие жители Туркменистана, желающие добывать хлеб за пределами родины, в Россию не едут. В настоящее время Турция является наиболее востребованным направлением для мигрантов из этой страны, где они могут находиться без визы не менее 90 дней подряд. Там туркменистанцы заняты в сфере строительства, туризма, а также нередко выполняют тяжелую, малооплачиваемую работу. Я приехал в Турцию в 2005 году, 24 апреля. Главным образом я собирался здесь поступать учиться, но из-за нехватки денег поступить на учебу, к сожалению, я не смог. Если говорить о проблемах, с которыми мне пришлось столкнуться в начале, трудно было привыкнуть к людям. Но самая главная проблема была связана с документами, с паспортом и визами. Почему я выбрал Турцию? Потому что здесь живет мой брат, у него турецкое гражданство. А с другой стороны, на мой взгляд, Турция одна из самых благоприятных для проживания стран. И если бы я мог, я бы хотел остаться в Турции. Турция, находящаяся на стыке Европы и Азии, помогла добиться успехов и многим киргизским предпринимателям. Так, на днях в Стамбуле состоялось открытие нового офиса киргизского генконсульства. Примечательным этот факт стал потому, что средства на ремонт и другие работы наряду с государством выделили и молодые киргизские бизнесмены, живущие и работающие в Турции. Костяк киргизской диаспоры в Турции – это те, кто когда-то учился в вузах Стамбула, Анкары или Измира. В 2009 году они создали Киргизское общество дружбы и культуры, которое объединяет на данный момент 230 человек.
Несколько лет назад они начали активно работать над созданием инвестиционного фонда для трудовых мигрантов, чтобы те, кто уехал на заработки, могли выгодно инвестировать свои деньги. И вот с минувшего понедельника желающие могут купить акции акционерного общества «Генч Казына». Об этом сообщил его представитель Умбриэль Темиралиев на встрече в Стамбуле. Целью нашего акционерного общества является аккумулировать избыточный капитал, который мигранты высылают на родину и который тратится неэффективно, для того, чтобы саккумулировать этот капитал и инвестировать в успешные предприятия среднего и малого бизнеса, которые не имеют доступа к долгосрочным деньгам и дешевым деньгам. Так как в Кыргызстане любое предприятие из малого и среднего бизнеса испытывает самую большую сложность в развитии в виде отсутствия долгосрочного финансирования по разумным ценам. И в прошлые же выходные состоялось открытие нового офиса Генерального консульства Кыргызстана в Стамбуле. На его ремонт, кроме правительства Кыргызстана, выделила средства и киргизская диаспора. На вопрос, что же ими двигают, они отвечают: государство когда-то вложило в наше обучение. Пришло время и нам помогать Кыргызстану. По официальным данным, на консульском учете в Стамбуле состоят более 500 человек. Айнура Джекшева специально для «Перекрестка» из Стамбула. Жители Центральной Азии, выбравшие путь трудовой миграции, переживают особый период в своей жизни, доселе незнакомый их дедам и родителям. Путь этот тернист и негладок. Наверное, еще и потому, что многие из них на чужбине не ощущают защиты и заботы своего государства. А зря. История подскажет, что именно эти мобильные, жаждущие лучшей жизни люди, готовые к переменам и не пугающиеся трудностей, смогли построить новые города и страны и прославить свой народ.